художественное творчество. Жанр, стиль, все формируется в фольклоре, и потом идет литература. И особенно, когда я говорю, что, скажем, поэтический фольклор, вот музыкальный фольклор нормальный, а литературный фольклор не подходит этот термин, очень многие. Причем литература — это разные вещи совершенно. Очень много, поэтому в фольклоре преобладает, особенно сейчас, антропологический подход. Один из таких. Вот так. И поэтому фольклор, ну, кстати, на Западе это распространено, и там фольклор — это все, что касается и ткачества, и то, что делают кузнечество, и обычаи, не только обряды, но и обычаи, все это связано с фольклором. Но все-таки, даже если взять такое широкое понимание фольклора, то я не против, может быть, так, потому что у нас на Востоке, в Восточной Европе, у нас фольклор — это только устно-поэтическое и музыкальное творчество. Все остальное как бы народно-прикладное искусство. Да. Или этнография, то есть есть какие-то разницы. Но сейчас и у нас, на многих фольклористов, преобладает широкое понимание фольклора. Но если даже так, то все равно есть какой-то художественный фольклор, все равно существует. Все равно надо считать. И поэтому, когда при подходе к анализу фольклора, очень часто вот прагматическая функция на первом месте. То есть какую он функцию, он возникает. Ну, вообще все возникает прагматически. Но потом оно из прагматики вырастает какие-то эстетические возможности. Эстетика, она как бы не связана с прагматикой так уж явно. Вот это основное. Она тоже играет функцию. Вот. Или, скажем, вот народная песня. Вот я читал, Капаныця у нас такая есть в Тарнову, которая песню изучает. Она считает, что кроме эстетической функции существует еще терапевтическая функция. Там, и целый ряд других, там, коммуникативная функция. Но я говорю, ну как, ну песня — это явление художественное. И прежде всего оно выполняет эстетическую функцию. И свою функцию прагматическую оно выполняет через эстетическую функцию. Иначе бы оно не смогло, если бы это не было явлением эстетическим, оно бы не выполняло прагматическую функцию. Потому что вот это, то есть надо все-таки понимать, что в художественном творчестве эстетическая функция самая главная. Это не означает, что мы так сказать, отказываемся от того, что она играет и другие роли. Но только как явление эстетическое оно прежде всего. Поэтому я считаю, что изучая, ну, такой мой подход, такой мой опыт жизненный, скажем, мы 4 диссертации написали вдвоем, вот, то есть и доказывали там с пеной рта, что такой подход правильный, что существует эстетика, филологический метод существует, этот филологический метод существует еще с Александрийской школы, с Древней Греции он существует. И нельзя его отбрасывать. Поэтому вот это очень важно. Поэтому, когда мы изучаем песню, там, Дестан, то есть газель, там, например, это прежде всего понятно, что оно имеет и религиозную окраску, и другую, но оно близко к разным временам. Но это прежде всего, когда мы изучаем фольклор, мы изучаем прежде всего как эстетическое явление. Вот. Просто все хотят приобщиться тоже, медики приобщиться. Да. Как ни странно, в наше время это приходится отстаивать эту позицию. Вот. Но когда берем любое явление и любое там, что угодно, или произведение, или явление, или тенденцию, здесь, кстати, очень много разных методов. Скажем, есть структурно-типологический метод, очень важный, и другие. Вот это вот надо использовать, даже если мы не можем, вот метод эстетический, никаких других не надо. Это комплекс методов должен быть. Вообще, какую мы используем методологию, это нам диктует предмет исследования, даже не объект. Объект — это камень, например, а форма камня — это предмет. И форма камня нам требует одних методов. А если мы будем изучать не форму, а структуру камня, насколько он прочный и непрочный, то это будут другие методы исследования.
А если взаимоотношения этого камня с окружающим, с пейзажем, то там еще другие методы. То есть методика диктуется, что мы изучаем. Если мы изучаем все-таки художественное явление, то тут для нас на первом месте эстетико-филологический метод или метод эстетико-филологического анализа. И что же в этом, опять же, в любом явлении, что самое главное? Что значит, чтобы постичь явление, что главное, а что второстепенное, это вот структура, а что на периферии, вот это вот мы должны для себя уяснить. И если мы выясняем художественное явление, то что самое главное? Вот вопрос у меня, я всегда, вот я говорю, это студентам говорю, это текст политический, это текст публицистический, это научный, а это художественный. И вот что самое главное в художественном творчестве, в том, что это художественный текст, художественное явление. Вот это вот начинать исследование нам надо с этого, что самое главное? Поэтичность С образом. Образ, да, правильно. Художественная образность. Вот художественный образ – это самое главное в работе искусствоведа, литературоведа. Ну, поскольку мы им делаем не с образами, сами по себе образами, а с произведением, основное – это художественное произведение для нас. И это система образа, то есть образная система. И это самое главное, с чего мы должны начинать. А образ, кстати, тема, она уже в образе есть. Это вот поэтика, а это тематика. Вот так мы разделяем, условно. Но в принципе художественная образность, она отражает реальную действительность в том числе. И там здесь в образе уже есть тема. В образе есть элемент эмоционального и иррационального. Рационального и иррационального. Ну, эмоционального и иррационального. Эмоциональное, в том числе иррациональное. В общем. Это все есть уже в художественном образе. То есть образ, и когда мы изучаем образ, то тут еще художественный образ, то тут еще возникает очень интересное. То есть тоже очень важный подход к изучению, но это историко-генетический подход. Очень важно. Откуда явление возникло? Для того, чтобы понять это явление, конечно, само по себе важен какой-то эстетический, но контексты, в которых оно функционирует, поэтому исторический подход тоже важен. Мы не можем его игнорировать. То есть, если мы, скажем, изучаем там любовную песню, то там исторический контекст не так важен, но важен. Вот. А если мы изучаем песни, например, мигрантские, то там мы должны, или аскерские песни, военные, солдатские песни, то там уже более важны исторические контексты, без него, то есть это очень важно. Но вот это, и когда мы, это очень важно для нас, это как возникло явление, откуда оно идет, где его истоки. Это историко-генетический контекст очень важен. И здесь, если мы изучаем, то мы обращаемся к истокам духовной культуры любого народа. Очень важно. И вот основой, если мы изучаем литературу, там, не знаю, разный фольклор, конечно, прежде всего, то мы должны знать, вот, что является основой, истоком духовной культуры человечества. И это, конечно, мифология. Сейчас очень актуально, очень многие обращают внимание, и Леви-Стросс, там, и Мирча Илиада, очень много выдающихся мировых ученых, вот они обращают внимание, что именно не с фольклора, а с мифологии все начинается. И опять же, что самое главное в мифологии? Опять мы говорим, что там самое важное, если мы изучаем мифологию. И тут, это во многих можно найти, и Ольга Фрейденберг об этом пишет, и Элиазар Неритинский, такой интересный мифолог. Многие обращают внимание на то, что это единство человека и природы, субъекта и объекта. Человек себя еще не выделяет из этого. Это как детство человечества, когда ребенок еще не ощущает, он сразу, в детстве еще ранее мы не ощущаем разницы между окружающим миром и собой, как бы все воспринимается в особой гармонии. И вот туго за цією гармонией, как это туго, вот это тоска, то, что было, она до сих пор чувствуется человечеством. То есть
вот когда-то, то есть оно и так или иначе, мифология, она очень влияет на последующие культуры, и для того, чтобы изучать, и она является основой духовной культуры, и для того, чтобы изучать литературу, фольклор, литературу, ну, науку тоже, и религию, потому что на основе мифологии возникают все последующие аспекты духовной культуры, вот, то мы должны прежде всего изучать мифологию. И вот в этом смысле я интересовался, если крымско-татарская мифология, ну, я еще не ношу, есть какие-то элементы, но есть вообще тюркская мифология, конечно, вот это, потому что это общетюркская мифология. Но все-таки как эта тюркская мифология, как она преобразуется в крымско-татарской культуре, вот это очень, видите, у нас нет ни одного доклада сегодня на эту тему. Это есть у Мерсииновой анализ сказки, вот, Буюк-Ламбадская сказка, да, у нее есть сказка. И там очень интересно, она, вот сказка, фольклор, там очень, у нее, кстати, блестящая статья, она сделала русский перевод этой сказки. Ну, она дочь известного писателя, фольклориста, да, который издал сказки, издал вот, да. Вот. Ну и Энвира Сеферова. Да, а у нее есть роман, статья у нее есть, я хотел сказать, что вот у нее есть, но это так, эпизоды какие-то. Но все-таки вот в этом направлении, это очень важное направление, вот, это как бы фундамент, как вот мифология, вот интересно караимская мифология, как она там, потому что фольклор это уже не мифология, это уже следующий этап. Но основа, ну сказка очень близка к мифологии. Вот это вот, и вот поэтому это вот, ну, сначала мы знаем, что фольклористика возникает на рубеже 18-19 веков, это эпоха романтизма. Вот. И возникает сначала мифологическая школа фольклористики, это самая первая. Вот. И потом как бы она культурно-исторической школой, но все равно там очень важно было к ней вернуться. И вот искусство, литература 20 века возбраняет, это уже неомифологизм. Ну, у нас Александр Потыгнян на это обращает внимание, наш русский и украинский ученый. Вот. И многие зарубежные авторы. Вот. И мифопоэтика, это мифопоэтический метод. Кстати, очень много, она очень много обращает внимание на миф, на мифологию мировой. Вот. Это, то есть, видите, эстетико-филологический метод и мифопоэтический метод, структурно, то есть разные методы, но это тоже очень важный метод. И вот это я хотел обратить внимание, ну что, вообще-то я могу очень долго говорить, я не хочу забирать время. Знаете, профессор открывает рот, и я час-два, раньше было час 20, сейчас уже час 30 я могу выступать, говорить, но просто понятно, что то, что в крымско-татарском фольклоре и литературе еще очень много не изучено, не исследовано. И что здесь нам именно надо, опираясь на эти методологическую базу, очень многие исследования, это я вот читал, вот, ну вот прекрасная Кангиевая работа была, вот я помню, остальные так тоже неплохие, вот. Ну вот наши молодые сейчас, которые изучают, вот, ну про Абдуль-Вахаба я вообще не говорю, он у нас. Можно продолжить? Да. Можно буквально 3 минуты? Да, конечно, да. Если вы закончили. Да, я могу долго, но я просто, я потом еще, Я подвижу. ну, у нас же